Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Апросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. Страшная авария в Высокогорском районе, в которой погибли 2 человека, стала причиной гигантского дорожного затора в оба направления на федеральной трассе М7. На отбойник и с отбойника на мою КамАЗ вот вперед. 78 дорожно-транспортных происшествий произошло в Казани за одни сутки. Расскажем о причинах некоторых из них. Вы начали притормаживать, вот нафиг и все. Ответила на СМС от начальника и потеряла 280 тысяч рублей. Прислал мне ссылку, где попросил проголосовать. Я перешла по ссылке. Посоветуем, как не стать жертвой дистанционных мошенников. Все это и не только прямо сейчас. 2 человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около полудня на 815-м километре трассы М7 на участке Казанской объездной дороги между жилыми массивами Киндери и Кульсиитова. По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады Гранта» по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате сильнейшего удара передняя часть легковушки оказалась уничтожена. Шансов выжить у водителя и пассажира на переднем сиденье не было. Подробности с места трагедии. Практически по всей длине Казанской объездной дороги, которая является участком федеральной трассы М7 «Волга», установлен отбойник на разделительной полосе, который исключает случайный или намеренный выезд на встречку. Однако на виадуке, по которому машины проезжают над железной дорогой и автомобильной развязкой, металлического барьера нет. Именно здесь и произошла трагедия. По словам водителя КамАЗа, двигавшаяся на него Гранта выехала на встречку и ударилась в ограждение на обочине, после чего легковушку отбросила под колеса грузовика. Я видел только отбойника, на меня бросил его. То есть он сначала в отбойнику? Да, я вот это только видел. Машина, то есть она, получается, со встречки? Машина вот отсюда выехал, вот у него следы. На отбойник и с отбойника на мою КамАЗ вот вперед. А он не тормозил, получается? Нет, как тормозить? А вы тормозили? Я тормозил. И он прям прилетел в лоб? Да. Вам, да? Да, с боком вот так. «Лада» левым бортом ударилась в бампер КамАЗа. В результате встречного удара ужасной силы металлическая рама грузовика нанесла чудовищные повреждения легковому автомобилю. 71-летний мужчина за рулем и пассажирка скончались от полученных травм. По какой причине водитель «Гранта», двигавшийся в сторону Челнов, потерял контроль над управлением, неизвестно. Для водителя КамАЗа появление перед ним легковушки стало полной неожиданностью. Остановить тяжелый грузовик он не успел. Вы ехали со стороны Уфы в сторону Москвы, да? Да. По своей полосе вы ехали? Да. Я вот в средней полосе ехал. Вы сами не пострадали? Нет, у меня ничего, все нормально у меня. Машина только пострадала. Эта трагедия на окраине Казани стала второй за сегодня. Несколькими часами ранее мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой. ДТП произошло на улице Фрунзе. Как установили автоинспекторы, водитель отечественного автомобиля, курьер одного из маркетплейсов, при перестроении нарушил дорожную разметку и не уступил дорогу двухколесному транспорту. Байкер врезался в правый борт «Лады Ларгус». От удара он перелетел через машину и рухнул на асфальт. 37-летний мужчина скончался на месте. Олег Хайруллин, Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов. Вызов 112. За минувшие сутки в Казани зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий. В 2 пострадали 2 человека. После оказания медицинской помощи они были отпущены из больниц. При перестроении в соседнюю полосу произошел досадный контакт между автомобилями Hyundai и Kia. Повреждения, полученные в результате, оказались минимальны. У водителей не возникло разногласий в причинах произошедшего, и, заполнив необходимые бумаги на месте, они отправились в центр оформления ДТП. Это просто по неосторожности случилось или как? Я не знаю, я пострадавший, виновник. Неосторожность. Участники другой аварии приняли решение дожидаться инспекторов ДПС. При том, что и в этом случае причины и виновник определялся навскидку. Столкновение произошло на одном из пешеходных светофоров улицы Чуйкова, когда водитель китайской иномарки с номерами соседнего региона стал притормаживать на красный. Вот мы ехали сейчас, Так. и этот врезался, взад. А он как вас так нагнал? Я не знаю, я удар,
услышал и все. Потому что светофор, мы начали притормаживать, у нас впереди машина была. Мы начали притормаживать, он вот нафиг и все. Он признает вину? А как не признает, он же врезался. Единственный участник ДТП на съезде с Парина в направлении Танкового кольца оказался немногословен. По словам очевидцев, на мокром асфальте его мотоцикл соскользнул в сторону отбойника, с которым он и столкнулся. Все обошлось без сильных травм и повреждений. Фигурант происшествия был молчалив, но объяснил все предельно четко. Было ли какое-то столкновение? Просто неудача при повороте? Вы сами не пострадали? Помощь не требуется. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны. Саид Исхаки, Сулейман Гусейнов, Айрат Мухамедзянов. Вызов 112. Электромонтажника убило током на рабочем месте в Бугульме. Его коллега пострадал. На территории электрической подстанции Бугульма-500 акционерного общества «Сетевая компания» двое специалистов выполняли демонтаж оборудования. В результате электротравмы один получил телесные повреждения, а его коллега скончался на месте. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил последовательности отключения высоковольтного оборудования. Организована прокурорская проверка требований законодательства об охране труда. 65-летняя жительница Казани потеряла деньги, поверив сообщению, отправленному от имени ее коллеги. Просьба выглядела безобидной — посмотреть видеозапись. Доверчивая женщина попробовала сделать это, но загрузить ролик не удалось. Спустя время в приложении банка пенсионерка обнаружила списание 140 тысяч рублей. Под просмотр видео была замаскирована вредоносная программа, похитившая доступ к ее мобильному телефону и сервису банка. Задача мошенников — втереться в доверие. Для этого он или она могут представляться жертве в любом качестве, например, коллегой или начальником. О том, что не стоит слепо верить подозрительным сообщениям, мы расскажем на примере истории с молодой женщиной из Нижнекамска. В полиции много раз предупреждали доверчивых граждан о том, что не стоит относиться с безоговорочным доверием к внезапным просьбам, полученным по телефону. Может оказаться, что под видом знакомого или даже родного человека сообщение пишет злоумышленник, единственной целью которого являются сбережения потенциальных жертв. К любым предложениям, в особенности заманчивым или необременительным, стоит отнестись с подозрением и постараться проверить их. Тем более, что, как правило, это несложно. К примеру, для того, чтобы не попасть на удочку мошенников, жительнице Нижнекамска достаточно было позвонить своему руководителю. Я попалась на мошенничество. Мне пришло сообщение якобы от моего начальника, который прислал мне ссылку, где попросил проголосовать. Я перешла по ссылке, и там нужно было зарегистрироваться через госуслуги. Но у меня не получилось, и я вышла. Далее телефон я отложила, занималась своими делами. Получается, я легла спать, утром я проснулась, и мне пришло уведомление, что у меня было списано около 280 тысяч. В других случаях преступники представляются сотрудниками каких угодно служб или силовых ведомств и принуждают к неким действиям, которые всегда ведут к потере собственных финансовых накоплений тем или иным способом. Порой в ход идут угрозы или фантастические истории. Эксперты призывают: не бойтесь, бросайте трубку, а если сомневаетесь, звоните 112 или 102. Там вам обязательно подскажут, как не стать очередной жертвой обмана. Запомните. Сотрудники ФСБ, МВД не звонят по телефону с просьбой что-либо сделать, якобы в интересах нашей страны. Также они не пишут в мессенджерах и не обвиняют вас в чем-либо, в том числе в государственной измене. Также они не могут ни по телефону, ни в мессенджерах попросить вас поучаствовать в каком-либо деле государственной важности. Все это делают только мошенники. В МВД рекомендуют при малейших сомнениях прерывайте разговор, не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте файлы, даже если они получены от знакомых. Не стоит сообщать никому СМС-коды. В случае подозрения на взлом аккаунта немедленно меняйте пароли и обращайтесь в банк для блокировки карт. Написала меня, звали Хайруллина, Азат Шагабуддинов, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.